И к новостям спорта. Алмаз Алроса сохранил лидерство в турнирной таблице первенства России по мини-футболу. В рамках пятого тура высшей лиги мирнинцы на домашней площадке провели две встречи с клубом Ишим Тюмень-2. Подробности встреч у Александра Шершукова. Противостояние алмазников и тюменцев в Мирном без всяких оговорок можно назвать главным событием тура. Первый матч остался за мирнинцами. Сначала на 7-й минуте отличился Алексей Ляхов, а после, уже во втором тайме, преимущество алмазодобытчиков удвоил Константин Левин. И тюменцы бросили в бой пятого полевого игрока, оставив ворота пустыми. Позиционная игра себя оправдала. На 45-й минуте Александр Марфенко отыграл 1 гол и установил окончательный результат матча. В целом, в принципе, я доволен и самоотдачей, и характером, и дисциплиной футболистов. Все, что мы задумали, мы все это сделали. Были моменты, как на контратаках мы играли, были моменты, мы их моменты не использовали. Хорошие были моменты, да. На первых минутах матча второго у тюменцев игра также не клеилась, чем и пользовались игроки «Алмаза». На 4-й минуте забивает Целюх, минуту спустя разрыв увеличивает Каспирович. И тут тренерский штаб Ишима принимает нестандартное решение. На 7-й минуте встречи команда переходит к игре в 5 полевых. И снова результативно. До конца тайма гости сравнивают счет. Вчера почувствовали в конце, что они могут пятером забить против четверых. И в принципе так и получилось. Но не знаю, сейчас тренер внесет какие-то корректировки и, думаю, исправим игру. Вторая половина встречи стала настоящим испытанием для мирнинцев. Гости полностью взяли игру под свой контроль, что в конечном итоге привело к взятию ворот Савлохова. Дубль оформил Георгий Фурсов. Однако такой расклад не устраивал болельщиков бело-зеленых, и трибуны погнали своих любимчиков вперед. На последних минутах матча к игре в пятером переходят уже хозяева паркета. И сначала сокращают разрыв, а после, за 5 секунд до финальной сирены, устанавливают на табло ничейный результат. 4-4 у нас «Алмаз» превосходил. Пришлось маленько сбавить темп и погасить игру, потушить. Поэтому выпустил пятого, сравняли счет, вроде начали заново. Второй тайм вроде более-менее начали. Но опять же, перелом эмоций у молодых футболистов, опытный, маленько перехлёст. Набрав в 10 матчах 25 очков, Алмаз Алроса сохраняет лидерство в турнирной таблице первенства России. Однако впереди серия выездных игр, среди которых и матч с московской «Диной» за выход в четвертьфинал Кубка России. А значит, и большая работа над ошибками.